Доброе новосибирское утро. Время на часах 9:30. Пар изо рта идет. Тут осень. Сегодня 5 сентября. Антон себя чувствует хорошо, по его словам. Есть немного жжения в груди. Встречаться нам пока нельзя. Возможно, вечером ему разрешат выходить из палаты. Поэтому я решила не сидеть дома, а съездить в Новосибирск. Зачем ты не сказала? Да просто так от скуки. Почему день? Почему солнце, свет? Ну как поверить в мир, если даже мира нет? Сколько можно ждать, провожая поезда? Ну почему ты? Почему навсегда? Здесь в Новосибирске возле вокзала тоже есть такой магазин «Калина-малина» с фермерскими продуктами, по всей видимости, как в Белокурихе. Зайду посмотрю просто. Тоже здание уже рушится, бедное. Вечная память погибшим пожарным. Рябины, конечно, здесь в Новосибирске это вообще огромная. Вся в ягодах. Красота. Вот какой-то замок прямо стоит. А рядом вот такое вот старенькое здание. Что тут в этом здании находится? Это региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва. Да. Ух ты! Поехали в школу. Слышала, на какую-то школу вызов поступил. И все? Хожу куда-то туда, не туда. Улица Дмитрова, Станиславского, Фрунзе, Кашурникова. А мне туда. Ну тут что, после дождя-то каша какая. Метро Красный проспект. Кстати, надо хоть на метро прокатиться. В Новосибирске никогда не ездила. Интересно же. Я пошла просто по переходу на другую сторону дороги. К метро не пойду. Тут песни поют. Ага. Кто как. Может, тот так и зарабатывает. Красиво, конечно, но воняет, как в аквапарке. В торговом центре фонтаны. Ладно, я пошла искать, утепляться. Хотя на улице тепло.
Я решила проехаться на метро. Тут еще квест, когда не умеешь пользоваться. Сейчас еще свалиться. Как быстро едет, ужас. Короче говоря, жетон стоит 40 рублей. Либо монетками, либо купюрами. Но купюры автомат не принимал. Хорошо, что у меня были монеты. Картами тоже не принимает. Очень интересно. В общем, сейчас куда-то поеду я. Так, маршала Покрышкина. А мне вот сюда направо. Площадь Гарина Михайловского. Ага. Я на станции метро Сибирская. Народу так немного, немало, нормально. Поехал. Поездок. Мой прибудет через 2 минуты. Через 2,5, по-моему. Ну ладно, интересно же. В Новосибирске в метро я ни разу не была. В Новосибирске, говорят, метро маленькое. Посмотрим. Одну станцию, одну остановку проехаться нужно. Честно говоря, ноги уже устали сегодня топать. Охота в тапочки залезть. Или вообще без тапочек. Босиком походить. Как где-то едет кто-то. Громыхает колесами. Так прохладненько тут, хорошо. На первый путь. Ого, сколько там народу! Прикольненько. Загляните на выходные. Сообщите об этом любому работнику метрополитена или сотруднику полиции на станции. Площадь Гарина Михайловского. Конечная. Выход к железнодорожному вокзалу. Уважаемые пассажиры, при выходе из вагона не забывайте свои вещи. При обнаружении чужих вещей, оставленных без присмотра, сообщайте о них машинисту электропоезда. Всего вам доброго! Так, мне направо. Из вагона направо. Такие вагоны разрисованные. Интересно, сказали, конечная. А почему они все уселись туда? 3 минуты, короче говоря, ехала от станции до станции. И... А так бы 20 минут пешком шла. Оказывается. Все. Выключаюсь. Трудно, не выходя из метро, сразу же на пригородный вокзал, оказывается. Вот я, тетя Мотя. Пойдем покупать билеты. Выход. Там выход.
А мне, наверное, наверх надо, да? Ну, оно, между прочим, к поездам наверх, пригородные кассы наверх. Вышел из метро, то есть даже не выходя из метро, пошел. И на пригородные поезда. И все туда. Снова на вокзале. Мой путь 16А. Поезд 17:00 на Черепаново идет. Барабинск. Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Черепаново. Время отправления 17 часов 0 минут. Будет отправляться с 16-го пути. 16-А пути. Идем на 16-А путь. На улице прям лето. Опять наступило. Так. После обеда в Новосибирске потеплело. Прям, можно сказать, даже жаришка. У меня так устали ноги в кроссовках, что я одела тапочки и пошла в тапочках. И плевать я хотела, меня здесь никто не знает, с дороги не столкнут. Зато мне так хорошо. Давайте посмотрим цены на овощи, фрукты. Баклажаны 100-150, чеснок. Вообще непонятно, какие-то двойные ценники висят. 150 это перец. 150. Баклажаны по 100. Чеснок по 350. Этот перец по 100. Хорошие цены. Замечательные. Помидорки по 150. По 100 есть. Виноград 250, 250. Так, пойдем внутрь посмотрим. А арбузы тут на полу валяются. Всякие разные. Здравствуйте. Сколько у вас арбузы и дыни стоят? Арбуз 100 рублей, дыня, арбуз 45, дыня 100. Вот, дыня 100, арбуз 45. Спасибо. Как интересно. Так, цены намного ниже. Вот сливы по 120. Классные, красивые. Надо будет купить фруктиков. Но я пошла дальше. Ну, конечно же, как же Света обойдет такое место, как пекарня, например. Вот кафе «Слойка» есть. А это тоже кафе. Блин, там вон еще какие-то Золотая Роща, супермаркет. Пойду-ка я в супермаркет схожу. Сейчас сначала зайду. Я думала, тут пекарня. А это не пекарня, это кафе. Нет, в кафе я не планировала заходить. Еще Урзубек Азотбек. Тата томата. Пицца паста. Прикольно. Тата томата. Так, какой чувак интересный. Пойдем туда. Через дорогу пойдем. Супермаркет. Много военных. Мальчишек здесь ходит. Видимо, какая-то воинская часть. Курами. Гриль воняет. Вон еще военные идут. Машина какая-то разрисованная. Вся. Иванов
Николай Маркелович. Памятник стоит. Названо в память о человеке, вложившем свои знания, труд и умения в строительство города науки. Это улица имени Иванова. Здорово. Человек вкладывал в свои труды, и в честь него назвали улицу. Аптека Озерки или Озерки. Не знаю. У них тут выборы будут. Везде баннеры, даже на машинах. Пойдем посмотрим, что там в этом супермаркете интересного есть. Там вон еще вояки стоят. Как интересненько. Я, правда, такое ощущение, что я вот сейчас вообще думаю, что я в Хабаровске где-то. Ну а дальше будет большой тур по продуктовым магазинам. Кому не интересно, промотайте. Ладно, идем смотреть, что здесь интересного. Воду я отсюда не потащу. Воду я куплю возле дома. Ой, возле больницы. Какие-то пивы, готовые блюда. Всякие разные пивасики, готовасики, колбасы, водичка, колбасы. Я не знаю цены. Вязанка вот 344, например, да? Сосиски папа может 189. Я не знаю. Сыр вкусный, наверное. Ладно, пока не буду. Макароны Макфа 92 рубля. Так. Здесь хлеб, блины. Такой какой-то не очень супермаркет. Так себе. Как будто бы. Что это такое? Рекорд. Ух ты, дрожжи какими брикетами здоровыми продаются. Спиртовой рекорд. Это для самогонщиков, что ли? Так. Что тут еще? Хлебцы. Нас не интересуют. Кстати, какую-то молочку надо купить, наверное. Сметанка. Творог. Почему-то мало выбора. Ряженки, кефирчики, сырочки. Нет, какой-то печальный супермаркет. Не очень-таки. Овощи, фрукты. Как интересно. Мальчишки, курсанты разговаривают на каком-то не нашем языке. Как будто то ли на китайском, то ли на корейском. Что-то такое. Так, что-то вообще какой-то печальный магазин. Не буду я здесь еще покупать. А, вот. Гель-то для душа. Фламен. Что тут как-то выбора нету. Алкоголь. Желаете? Я не знаю никакой алкоголь такой. А, ну вот какие-то водки. Я видела такие Тундра. 5 озер. Хаски. Я здесь мимо шла.
Пойдем, зайдем в морепродукты. Посмотрим, из какого там морепродукты. Пахнет вкусненько прям. Креветки, стейки. Ой, скумбрия прям такая красивая, селедка. Это что? Сазан. Уже такой печальненький. Прям горбуша не потрошенная. 450. Классно. И всякие копчености. Сленка такой. Скумбрия. Что, я сейчас с этой рыбой пойду, что ли, до дома? А тут вот вообще приготовленные всякие салатики даже. Икра 8500. Зашла в Монетку, тут прям поинтереснее даже. Выбор побольше. Как-то все посимпатичнее даже лежит. Вязанка по 199. Почему? По 149. Что за акция такая была? По 329. Молочки тут побольше. Творог. Масло. Сметана. Всякой всячины. Так, ну это меня не интересует особо. Так, тут хлебушек. Угу. Мясики. Сладости. Я вообще за водичкой пришла. Тут памперсы, шмамперсы. Чаи. Цветочки, главное. Детские салфетки. Тут все для деток. Соки. Всякие хрумки. Шпроты. Ну вот дыня 79. Даже дешевле, чем у овощников. Перец 99. Но перец, правда, такой уставший. Макароны Макфа 54. Блин, интересно, в 2 раза дешевле. Даже на воду цены другие. Ну это понятно. Черноголовка 49. 1,5 литра. Эти фреш-бар 59. Музычка такая дурацкая, правда, поет. Сегодня 6 сентября, и я снова поехала в Новосибирск прогуляться. С утра была у Антона, состояние у него, ну, пишут удовлетворительное, или говорят, он говорит, все хорошо. Стоят, обрабатывают чувака. Типа, поехали, там тебе работу платить, кормить и все такое. Потом вот так вот люди пропадают бесследно. Ты типа склоняешь к тому, что ты попал в какое-то место, тебя отправили на работу, ты заработал какие-то сам, ты заработал. Типа, что ты там все заработал, а когда ты тут ходил, посылал, ничего не делал, типа, из-за этого ты лучше.
кто же их сам заработал, никто же в этом не виноват. Вот. А почему ты так рассуждаешь по-глупому? Что ты там где-то травмы какие-то сам себе заработаешь, а ходить на вокзале бомжом лучше. Ого, какой коротенький. Втроем. Не делитесь, пожалуйста. Давайте чуть-чуть поближе ко мне подойдите, потому что все-таки визуально люди проходят. Ну что, можете повернуться? Когда... Так, разошлись. Брейк. Регина вот там. Ну нет, ну вы что делаете? Может быть, они целуются у них. Рыночек вам поснимаю. Что цены я не вижу. Клубника даже есть, малина есть. Но цены не написаны. Посмотрим, может где-нибудь написано цены. Нет, тут всякие помидорки, яблочки. Это тоже заветно, да? Здравствуйте, масло оливковое. Помидоры нестандартные, 50 рублей гнилые. Какие грибы красивые. Масло оливковое. Здравствуйте. Сколько стоит у вас малина? Вот ведет? 60 рублей, пробуйте, пожалуйста, она очень сладкая. А клубника? Также, то и то пробуйте. Это все Вот летом домашнее? такой сладкой не было, как Да? сейчас. Да. Спасибо. Маховики. Пожалуйста, малинка, клубничка. Спасибо. Я пока что не планирую. А вечером вы до скольки стоите? Попробуйте, она прям супер сладкая. А в другие дни стоите? Да? Хорошо, спасибо большое. Мы сейчас Грибы вообще, конечно, красота. Прям таких не видела даже. А сколько грибы стоят вот ведерко? Нарезочка 500, вот это мелкие по 1000, мелочь 1200, а вот эти вот по 2000. Кстати, вот это вот выгодно. Я взять. просто спрашиваю, я просто таких грибов не видела никогда. У меня другие растут. Спасибо большое. Давай, что? Яблоки. Какие-то желтые, красные, всякие разные. А сколько яблоки у вас стоят? Грушечка 150, грушка 300, яблоки по 400. А это яблоки местные, да? Ну, с Алтая, камень на С Алтая, да? Да, это вот зимний сорт, это уральская. Ой, белый налив, поздний сорт. Да. Здесь ранний, он у нас маленько вот такой вот. Мы его привозили. Он сочный и сладкий. Бабушка выращивает. Спасибо. Пахнет. Такая станция спортивная, новая. Тут сначала двери здесь закрываются, в вагоне закрываются. Не сняла, не успела вовремя снять. Эта станция вчера, по всей видимости, открылась, да? Ну, по крайней мере, в новостях вчера говорили про нее.
Вот так вот люди отдыхают, сидят, лежат. Никаких клещей не боятся. Даже табличек, по-моему, нету, да, что тут клещи. Красота. Там уточки плавают. Уточек много плавает. Сегодня суббота, конечно, народу много, тем более время уже сколько? А у тебя канал твой такой? 6 часов. Работает? Да. Ну, на ютубе у тебя? И на Рутубе теперь. А, на Рутубе тоже есть? Да. На Рутубе тоже. Народу, конечно, море. Красота. Да. Мы на открытии. Сейчас мы гуляем в парке Арена. Ехали вы с Андреем разговаривали. Товарищи, вот эта вот дорожка, это для велосипедистов, самокатистов, тех, кто на колесах катается. Мы просто постоянно забываем, что такие дорожки для них существуют. Сейчас идем по этой дорожке. Девочка хорошо нам сказала на роликах: уважаемые, освободите дорогу, пожалуйста. А мы идем и думаем: интересно, нам никто не мешает. Хорошо-то как. Ну, вот примерно так. А вот так вот примерно все ждут. Ага. Сибирь-арена. Здесь спортивные мероприятия проходят. Вон, посмотрите, на какой тележке едут. Педали крутят, но... А тут что интересно внутри в этом домике? Ничего не подписано. А нет, что-то подписано. Администрация. Визит-центр. Народу море. А, есть точно. Осторожно, клещи есть. Наконец-то мы увидели. Все и туда, и сюда. И вот так. И везде. Ёшки-матрешки. Я примерно так же. Как в Китае. Как в Питере в метро. Такая новенькая, вся красивенькая. Все блестит. Оп. Ага. И вот здесь такие двери. Второй путь. Ничего себе, сколько народу много. Надо же. Сейчас мы в кабинет заходить будем, видимо, да? Да. Да, хорошо. О, ворота открылись. Еще на какие-то гуляния попали. Фестиваль «Русское лето». Не знаю, кто там поет. На набережной. Я
вот на том берегу. Там тоже народу полно. И там, кстати, не слышно было, что здесь музыка поет, да? Ну, что-то начало. Может. Эти катают тут. Жух. Переход через дорогу. На какой мы этаж-то поднялись? На третий. Красота. А там метро над дорогой. Сегодня я поеду со станции Речной вокзал. Как? Можно привет передать? Передавайте. Привет, привет. Кому передаете привет? Кому привет передаете? А это вы снимаете куда? Да. Бабушка. Километры путешествий. Откуда вы? Я откуда? Да. Из Якутска. Передаю привет Ольге Викторовне, передаю привет Дмитрию Владимировичу и передаю привет Асе Токовой, Насте Токовой. Очень приятно. Как тебя звать? Егор. Егор. А тебя? Саша. Саша, очень приятно. Меня Светлана. Приятно. На территории клиники очень интересно наблюдать за белками и бурундуками, которые совершенно не боятся никого. Хвост себе кусает. Ты там под жопой затесалась. Классная такая. Это она прикапывает, видишь? Оба. Драка. Ну, чуть было не было. А это сейчас раскапывать будет, смотри. Хоба, учуял же. Валяется. Чистит шкуру. Ее тут кусает, накуркается. С палкой еще. А она палку чешется, видать. Вот дурында. Че? Уже обед, утренняя гимнастика закончилась. Хорош. Она сейчас еще запрыгнет. Смотри, ничего не боится. Вот нахалка какая. Вот смотри, что делает. Тоже попрошайка тут.
Попрошайка. Вот тут, кстати, мостик. О. Девки фотосессию устроили. Ну, крутышки. Смотри, что делают. Такие виды открываются. Красота. Да и только. Какое дело, еще 4 шага, осталось до развода. Что-то тут какое-то происшествие. Вот и мы подъезжаем к Обское море, да, или как правильно называется? Водохранилище. Водохранилище. Обское водохранилище. Море. Ихнее море. Новосибирская АГЭС. Такое вот оно. Водохранилище. Мы здесь были с Антоном, когда был лед. Там рыбаки стоят. Что они там ловят? Что вы там ловите? Топор. Понятно все. А мы к вам без гостинцев. Народ рыбачит. И ребятишки, и взрослые. Ну, посмотрите, что. Ух ты, жьет! Это что там, камни много? Какие Это не камни. рыбы лежат. Здравствуйте. Где так наловили? Это вон там, где вон Да? слив, вон там, вон, видите, там просто склон. Да. Есть такой резкий, вот там и много, они там прям их тонна плавают. Да ты что? А почему они такие, как покусанные? Так мы их палками закидывали. Закидывали палками, потом... Чем мы еще их вытаскивали, Коль? Палкой. Борька палку нашел хорошую и доставали. И она померла. Понятно. Это лещи, да? Да, это лещики. Самый крупный вот. Здорово, молодцы. Это лещи лещастые. Лещи лещастые. Ну, удачи вам. Побольше наловите. Там вот такие вот плавают. Да? Кто-то насобирал и бросил. Две кучки вонючки. Ага. 7 сентября. Кто-то в пуховиках ходит, а кто-то купается. Им так хорошо там. Как они оттуда вылазить будут? Провожая поезда, ну почему ты, почему навсегда? Как строчки из молитвы, читаешь расписание. Мечты твои разбиты, пустые обещания. Еще 4 вздоха осталось до мгновения, и кто-то
поверить в мир, если даже мира нет? Сколько можно ждать? Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в краю далеком, в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Кажется, так. Ну а на следующий день, 8 сентября, Антона выписали из больницы. Улетать нам только 9, поэтому мы решили сесть на электричку и прокатиться до Новосибирска. И очень много интересного мы тут увидели. Прямо целый концерт. Лица я снимать не стала, но кусочки какие-то вам дам послушать. А это вообще голос пропал. Тебе ничего не страшно, да? Послушайте, если звезды зажигаем, значит это кому-нибудь нужно, значит это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хотя бы одна звезда. Владимир Маяковский написал еще много прекрасных произведений и поэмы. Благодарю вас за любую поддержку. Сколько сегодня здесь много поездов на Новосибирске главном. Прям такое движение активное. Мы такие сейчас приехали с Новосибирска на свой вокзал. Я еще Антону говорю, не потеряй билет. По билету надо будет выходить. Выходим. У Антона-то есть билет, а у меня нету. Я, по всей видимости, его положила как-то в карман неплотно. И где-то потеряла. Хорошо, там стоят две тетеньки. Говорят, а как оплачивали? Картой. Показывайте, говорит, списание. Показали списание, что да, за 2 билета было списание. Антон говорит, а если бы, говорит, наличкой платил? Я говорю, тогда не знаю, что бы было. Что бы тогда было? Осталось бы здесь отрабатывать. Да? 72 рубля, блин. Короче, вот такое приключение. Кто говорит, что Якутск самый грязный город? Это я каждый день мою кроссовки. А мы сидим и ждем свой поезд. Чумазые такие. Что-то напихали в них аж через верх. Длинный такой. А дальше мы заказали такси и поехали в аэропорт. Кстати, заказать такси до аэропорта тот еще квест. Оказывается, у них есть улица аэропорта. И первый таксист нам об этом сказал, не повез нас, вернул нас на привокзальную площадь. И мы по новой заказывали такси. Жилой комплекс Венеция. Симпатичный. Чемоданчик упаковали. Стоимость упаковки багажа 1000 рублей. Аэропорт Толмачево. Красивый такой.
Сектор Б. Там дальше, наверное. Хрень пойми. Где написано, что это сектор С? Нам сказали, что мы находимся в секторе С. Там вот по-русски написано Б. А тут нигде не написано. Только красивые какие-то деревья, стойки. А, ну вот первый этаж, сектор С. Нет, ну понятно, но вы напишите, там он Б, огромное написано. А тут вообще ничего не понятно. Что попало? Алло. Так, мы зашли в Бузовар. Манты 900 рублей стоят, порция 4 штуки. Пельмени 810, 200 грамм. Бузы 4 штуки 880 рублей. То есть одна штучка по 220 рублей. Еще хинкали у них есть по 800 с чем-то. Я прошлепала. Манты. Ну, блин, точно они их не приготовили так быстро. Говорит 15 минут. 15 минут еще не прошло. Я вам покажу маленько. По 300 рублей водичка. Пивасик 680, 700, 620. Кстати, вода черноголовка по 95 рублей. А пироженки по 425. Кружки мне очень нравятся. 1500. Железная кружка. Мармелад по 615 рублей. Я по 100 рублей в столовке взяла. Все, наконец. Бокал пива 795, фирменный бургер. Цена 1295, нормально. Салатики, круассанчики, сэндвичи. Цены, смотрите. Пита с яйцом. Вот такие тортики. Макарушка. Гренки чесночные. 100 грамм. 470 рублей. 5 греночек. Пельмени 15 штук. 950 рублей. Сейчас там хотела, где-то были вареники 5 штук. Там вареники 5 штук. Где они? С творогом 750 рублей. Охренеть, по 80 рублей. И пирожки по нормальным ценам можно купить. Ну все, пошли мы на посадку наконец-то. Идем по рукаву. Замечательно. Почему-то я думала, что нас на автобусе повезут. Но мы идем по рукаву. Сейчас посмотрим, какие нам места достанутся. 4-й ряд. Ну, понятно, что А и Б. Там для ног. Для ног-то место будет нынче. И посадочный не потеряли. Хорошо. Чемодан наверх положишь. Окей, мы летим нормально, у нас с ногам хорошо, да? Места достаточно.
Хочешь, я завтра же прилечу, но пока не знаю как. Я с тобой спорить не хочу и доказывать, кто и что ты. Хочешь, я завтра же прилечу, только где они самолеты, только где они самолеты, только где они самолеты, только где они самолеты, только где они. Все думаю о тебе, от посадки до полета, что несут они на хвосте. Эти твои самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте. Ну и напоследок, как всегда в Якутске, все это так долго. Чемоданчики едут по одному, бедняжки. Очень долго. Я в прошлом году показывала в Чите махом. Мы не успели выйти с самолета, уже все чемоданы разгрузили. И по-быстрому их выдали на ленту. А тут вот сколько уже народ стоит времени. И на этом хочу закончить этот ролик. Спасибо, кто посмотрел. Спасибо за ваши комментарии, лайки, подписки. Подписывайтесь на наш телеграм. Очень скоро мы там организуем какой-нибудь конкурс, опрос, куда же нам поехать в 2026 году. Всем пока!